Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе. В Баку в результате побоев скончался независимый азербайджанский журналист Расим Алиев. Одесситы восстанавливают заброшенные бомбоубежища в старинных катакомбах. Годовщина убийства чернокожего подростка в Фергюсоне, штат Миссури. Новые столкновения между полицией и афроамериканцами. Мы начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. История, которая повергла в шок не только весь Азербайджан, где она произошла. В субботу в Баку жестоко избили известного азербайджанского журналиста Расима Алиева. В воскресенье утром от полученных травм он скончался в больнице. Сегодня же появилась реакция главы Азербайджана Ильхама Алиева. В сообщении его советника говорится, президент серьезно обеспокоен информацией о смерти журналиста. Глава государства оценивает произошедшее как угрозу деятельности независимых СМИ в стране. Конец цитаты. Все подробности этой истории у Александра Касаткина. Бакинский журналист Расим Алиев скончался в больнице от тяжелых побоев. По обвинению в его убийстве арестован Эльшан Исмайлов, двоюродный брат известного азербайджанского футболиста Джавида Гусейнова. Расим Алиев был одним из немногих независимых журналистов в Азербайджане, который продолжал работать на западные издания. Его неоднократно избивали, в том числе и азербайджанские полицейские. Однако в этот раз избиения закончились фатально. Причиной избиения Расима Алиева стала публикация на Фейсбуке, в которой он раскритиковал поведение одного из самых известных азербайджанских футболистов, полузащитника национальной сборной Джавида Гусейнова. После победы клуба «Габала», в котором играет Гусейнов, над киприотской командой «Аполлон», футболист поднял над головой турецкий флаг. В ответ на вопрос кипрского журналиста на эту тему Гусейнов показал неоднозначный жест и сказал, что турки мои друзья. У Кипра и Турции до сих пор есть неурегулированный территориальный конфликт на севере острова. Вот что рассказал перед смертью избитый журналист. Я поделился видео на Фейсбуке, дополнив от себя, что не желаю, чтобы такой невоспитанный футболист представлял меня на полях Европы. После этого мне позвонил сам Джавид Гусейнов. Он утверждал, что его жест не являлся непристойным, а означал братство двух стран – Азербайджана и Турции. Беседа у нас была нормальная. После этого Алиеву позвонил человек, представившийся двоюродным братом Джавида Гусейнова, и предложил встретиться в знак примирения. На встрече Алиева быстро и жестоко избили ногами около 5 человек. Менеджер футбольного клуба «Габала» Сабухи Софи Арли заявил, что клуб не имеет ничего общего с этим инцидентом, но вывел Джавида Гусейнова из основного состава. УЕФА пока не дала официальных комментариев о возможных санкциях. Но если бы УЕФА была азербайджанской ассоциацией, скажем, футбольной, я бы сказал, что, наверное, нет. По крайней мере, АФА пока что в связи с этим никакого заявления не делала. Азербайджанская футбольная ассоциация. Атмосфера, которая создана властями, подавление свободы слова в Азербайджане, мы констатируем, что 13 журналистов и блогеров сегодня находятся в заключении. Идет судебный процесс над журналистом Хадиджи Исмайловой, в очень неприглядном виде все это происходит. И я думаю, что вот эта атмосфера как раз создает такие возможности и предпосылки для насилия против журналистов. Расим Алиев стал третьим журналистом в Азербайджане, убитым за последние 10 лет. Против меня очень часто звучали разные угрозы. Я письменно получал и устно, и через третьих лиц. Но я никогда не прекращал вести борьбу. Борьбу за свободу слова, борьбу за то, чтобы граждане в нашем обществе имели доступ к независимой информации. И, конечно, я буду продолжать эту борьбу. В марте 2005 года у порога своей квартиры погиб главный редактор журнала «Монитор» Эльмар Гусейнов. А в ноябре 2011 от ножевых ранений в больнице умер журналист-публицист Рафик Таги. Убийства Гусейнова и Таги так и остались нераскрытыми. Александр Касаткин. Настоящее время. И теперь о чрезвычайном происшествии в Донецке. Миссия ОБСЕ не собирается прекращать работу на Донбассе, несмотря на провокации. В ночь на воскресенье в городе неизвестные подожгли 4 машины организации. Инцидент произошел рядом с местом проживания сотрудников миссии. Пожарные отреагировали быстро, прибыли на место и попытались сбить пламя. Однако машины существенно пострадали. Пресс-секретарь миссии ОБСЕ Майкл Батюркив дал интервью нашей программе, где и заявил, что расследование поджога продолжается, а миссия в Украине останется.
Миссия не планирует прекращать свою деятельность в регионе. Среди наблюдателей ОБСЕ много бывших военных, много сотрудников полиции. Они привыкли работать в непростой обстановке. Я не хочу строить предположения, кто несет ответственность за инциденты и какие у них были мотивы. Был это один человек или несколько. Все, что я могу сказать, это то, что миссия ОБСЕ осуждает подобные действия. Утром же ОБСЕ распространила официальное заявление, в котором указываются возможные виновные. Есть, по-видимому, те, кто хочет, чтобы ОБСЕ перестала докладывать о том, что происходит в Донецке, и далее ответственность за обеспечение защиты сотрудников миссии и ее имущества лежит на тех, кто имеет контроль в Донецке. Конец цитаты. Ну, а сегодня это силы, не признанные ДНР. И о судьбах людей на этой войне. В одном из детских домов на Донбассе живет, как его называют, особенный мальчик. Врачи поставили ему диагноз ВИЧ, а зимой в холоде, без лекарств, он сильно простудился. В детском приюте 8-летнему воспитаннику помогли окрепнуть, и теперь он проходит регулярные курсы терапии. Ребенку стали помогать волонтеры. Мальчика навестила корреспондент программы «Настоящее время» Инна Вареница. Особенный ребенок. Так в одном из детских домов на Донбассе называют 8-летнего мальчика, которому врачи поставили диагноз ВИЧ-инфекция. Он жил с мамой в холоде и без жизненно важных для него лекарств. Зимой мальчик заболел еще и пневмонией. Сотрудники местного приюта узнали об особенном ребенке и забрали его. Потому что там было холодно, нечего было кушать. Ты долго не ходил в школу тогда? Помнишь, вот когда завуч пришла, вот, ты не ходил в школу тогда, да? Да. А почему не ходил? Потому что я болел. Вот когда пошли домой к нему, то увидели, что он воспитывается с бабушкой. Это было в декабре в холодном доме. Нет ни угля, ничего нет. И, наверное, можно сказать, полуголодный для ребенка. Специальные лекарства для ребенка выдали в центре СПИДа в Донецке. Остальные препараты для поддержания печени и витамины покупали волонтеры. Врач в интернате говорит, что теперь ребенок обеспечен лечением на 2 года. Дело в том, что с этой болезнью люди живут годами. Если только он будет... На данный момент он знает что он на группе, знает брат, но по поводу чего они не знают. Он принимает таблеточки, он у нас знает исправно, даже если кто-то забыл ему дать, он идет, открывает шкафчик, берет, пьет. Да. Все. Будет принимать, будет потом в дальнейшем нормальным человеком, все будет замечательно, будет... Многие женятся, и детей рожают, и семьи заводят. Особенным ребенком нужно присматривать больше, чем за другими, говорят воспитатели. Сам мальчик и другие 13 воспитанников в интернате живет обычной жизнью. Учится, играет и скоро поедет в лагерь. Мы тут играем, мы тут телевизор смотрим, мы кушаем. Случаи, когда помощь нужна детям или людям пожилого возраста, происходят часто. Лекарства же на территории самопровозглашенной ДНР стоят в несколько раз дороже, чем в Украине вообще или в России. Одиноким и бедным помогают волонтеры из группы «Ответственные граждане». Зачастую это пожизненные медикаменты, на самом деле. Те, которые принимают пенсионеры, либо инвалиды с детства, вот так. Бывают экстренные случаи, это когда ребенок либо человек попадает в реанимацию. Инна Вареница для «Настоящего времени» из Донецка. Одесситы приводят в порядок заброшенные бомбоубежища и бункеры в катакомбах. Под городом самый большой в мире комплекс тоннелей, который в случае бомбардировки может спасти большинство горожан. О том, как Одесса сегодня готовится к возможным боевым действиям, Всеволод Ананьев. Напуганные нестабильной обстановкой в зоне военного конфликта на востоке Украины, одесситы активно восстанавливают бомбоубежища, заброшенные с советских времен. В городе расположено более 300 таких объектов. Кто знает, что будет в Донецке, тоже ничего не знали. Вот, собственно говоря, поэтому, если все люди выйдут и сделают то, что не сделало государство за столько лет. Но, несмотря на усилия волонтеров и коммунальщиков, мест в бомбоубежищах на всех жителей не хватит. Из 10 тысяч человек на спасение в случае военной угрозы могут рассчитывать не более 200. В этой связи одесситы вспомнили и о катакомбах. Желтые каменные стены, длинные тоннели, уходящие далеко во тьму. Одесские катакомбы – сеть самых длинных в мире подземных ходов и лабиринтов. Особую славу катакомбы приобрели во время Второй мировой войны. И сегодня это раскрученный туристический бренд. А в годы так называемой «холодной войны»
войны. Отдельные части системы подземных тоннелей укрепляли армированным бетоном и превращали в надежно защищенные бункеры. Это было сделано специально, чтобы противостоять ядерному взрыву. То есть в случае, если на Одессу, не дай бог, упало что-то мегатонное, то все, кто были бы здесь, были бы в безопасности. Конечно, долго под землей не проживешь. Начинку всех бункеров, обеспечивающую автономное электропитание, разворовали еще в 90-е годы. А власти пока продолжают восстанавливать бомбоубежища под жилыми домами. Но в будущем рассматривают возможность вдохнуть вторую жизнь и в бункеры в катакомбах. Хотя и в нынешнем состоянии тоннели способны спасать человеческие жизни. Главное, чтобы взрывом не завалило входы в убежище. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. И время передавать слово в Вашингтон. В американской столице установили памятник жертвам Голодомора в Украине. Юлия, продолжайте. Сергей, спасибо. Памятник перевезли в американскую столицу из небольшой Литейной в штате Пенсильвания. Его официальное открытие состоится в этом году в ноябре. По предварительной информации, на это событие в Вашингтон специально приедет президент Украины Петр Порошенко. Организаторы установки памятника также планируют собрать на его открытие 1000 украинцев, живущих в США. Подробности в материале Татьяны Харченко. В это раннее утро американские прохожие прерывают свой обычный маршрут на работу. Некоторые выходят из офисов посмотреть, почему перекрыта улица. По дороге движется грузовик с массивным 9-метровым монументом. Высеченное на нем слово «Голодомор» мало что объясняет местным жителям. Крановщик-иммигрант из Сальвадора Нефта Веласкес, который должен перенести 4-тонный монумент, знает о гражданской войне, бедности и нечеловеческой боли потери из истории своей страны. Но история украинского Голодомора его поражает. Я вообще-то ничего не знал о Голодоморе. Когда мы начали работать, я спросил ребят, и они мне рассказали. Очень грустно, что все это произошло. Так много людей умерли от голода. Трудно в это поверить, это страшно. Памятник установили у здания Капитолия в одном квартале от центрального вокзала Вашингтона, Юнион Стейшн. В Национальной парковой службе США считают, лучшего места не найти. Всего за несколько кварталов отсюда стоит другой памятник – мемориал жертвам коммунизма. Кроме того, памятник жертвам Голодомора расположен очень близко к Юнион Стейшн. Именно через эту станцию в Вашингтон попадают сотни тысяч гостей, а значит, больше людей смогут узнать о его существовании. Идея построить памятник жертвам Голодомора родилась 10 лет назад. В 2005 году Конгресс выделил небольшой участок Вашингтонской земли под установку мемориала. А уже в 2006 разрешение на установку памятника подписал президент Джордж Буш-младший. Посол Украины в США Валерий Чалый говорит, что открытие памятника в свете войны на востоке Украины актуально, как никогда раньше. Я думаю, что это будет толчком для того, чтобы здесь, в Вашингтоне, обратили большее внимание на украинский народ, который сегодня защищает государство в трагическое и, пожалуй, историческое время для Украины. Архитектор памятника жертвам Голодомора в Украине – американка украинского происхождения Лариса Курилос. Его открытие ждет с нетерпением. Многолетняя работа над проектом подходит к концу. Сам монумент стоит на каменной стене, и часть стены нам еще нужно доработать. Обратную часть мы украсим абстрактным орнаментом в виде вышивки. Эти узоры в 1933 году, в год Голодомора, нарисовал украинский художник Василий Кричевский. Пока же мастера решают прозаические задачи. 31-летний Лоуренс Уолкер-младший – цифровой дизайнер памятника. Вместе с отцом и напарниками из Литейного он долгие месяцы работал над монументом и говорит, что проект стал частью его жизни. Отец и сын Уолкер за время работы над памятником встретили украинку, которая во время Голодомора потеряла родственников. Женщина плакала, когда услышала о том, над каким проектом они работают. Поэтому 7 ноября, в день официального открытия, они вместе придут сюда снова, посмотреть на монумент еще раз и отдать дань уважения тем, кто умер в Украине во время Голодомора. Консульство США в Стамбуле подверглось нападению в понедельник. По сообщениям местных СМИ, нападавшие мужчина и женщина открыли стрельбу из огнестрельного оружия. После ответных выстрелов полицейских они попытались бежать, женщина была ранена и арестована. В других терактах в Турции за минувший уикенд погибли по меньшей мере 8 человек. Тем временем миссия США в НАТО заявила о передислокации истребителей F-16 и персонала на авиабазу Инчерлик в Турции с авиабазы Авиано в Италии. Это решение было принято на фоне продолжающихся авиаударов коалиции по боевикам ИГИЛ в Ираке и Сирии.
В воскресенье исполнился год со дня убийства Майкла Брауна, чернокожего подростка, застреленного полицейским в Фергюсоне, штат Миссури. Его смерть и аналогичные инциденты вызвали волнения по всей стране и обнажили проблему взаимоотношений между сотрудниками правоохранительных органов и афроамериканцами. И новое происшествие в ночь на понедельник снова в Фергюсоне. В ходе демонстрации в память о Майкле Брауне между ее участниками произошла перестрелка. Один из стрелявших бежал, но был замечен одетыми в штатское полицейскими, которые находились в автомобиле. Подозреваемый открыл по автомобилю огонь. Полицейские ответили, в результате чего первый был серьезно ранен. Его состояние оценивается как критическое. В связи с подобными инцидентами эксперты отмечают снижение уровня доверия к сотрудникам правоохранительных органов и повышение уровня негативных стереотипов. Полицейские в штате Мэриленд пытаются бороться с этой проблемой весьма необычным способом. Репортаж Джулии Табо. Эти ребята изучают, что значит быть полицейским в специализированном летнем детском лагере. Программой руководят опытные сотрудники правоохранительных органов, которые рассказывают о своей работе. Тема сегодняшнего урока – работа мотоциклетной бригады. Координатор – капрал Лакиша Робинсон. Подобные летние лагеря существуют с 1998 года. Их основатели – группа полицейских из конной полиции. Тогда они пытались создать доверительные отношения между молодежью и сотрудниками правоохранительных органов. У многих детей из неблагополучных районов негативное представление о полицейских. Они видят, что мы приезжаем уже тогда, когда что-то плохое уже случилось. А я хочу, чтобы они знали, что аресты не являются нашим главным занятием. Мы выступаем в роли наставников, мы готовы слушать. Это им тоже необходимо. Кая Буи проводит в лагере уже 2-е лето. Это хорошая идея. Здесь мы больше узнаем друг о друге и видим, что они делают. Мы понимаем, что работа полицейских — защищать нас, и они любят свою работу. Здесь можно понаблюдать, как учат полицейских лошадей, и даже на них покататься. Ребята также узнают о том, как проходит расследование на месте преступления и к чему может привести дружба с опасной компанией. Я провожу в лагере уже 3-е лето, и каждый раз мне все больше хочется стать полицейским. Очень многие возвращаются на следующий год, и мне это нравится, ведь это служит подтверждением того, что мы можем что-то изменить. Далее у наших коллег в Праге эхо фильма «Левиафан». Смогла ли эта правдивая история изменить уклад жизни российской глубинки? Сергей, вам слово. Так и есть, Юлия. Наш корреспондент отправился в село Териберка, где снималась картина, чтобы узнать, как там сейчас местные жители. Сцены, которые он увидел, ничем не отличаются от тех, что снимал в своем фильме Андрей Звягинцев. Так что этот сюжет вполне можно назвать продолжением «Левиафана». Для 34-летнего Паши Териберка – это не геральдический символ и даже не точка на карте. Это место, где ловят за жабры мойву, а за хвост судьбу. Кому повезло, тот уехал. Паше остались 3 канала телевизора и похмелье. Немного расслаблялись, поэтому чуть-чуть бардак. Политикой я не интересуюсь, мне уже надоело вот одно и то же вот про Украину каждый день. Так, кого-то опять убили. Вы что, мне снимаете, что ли, да? Да. Ну, рассказывайте. Мать Паши живет на пенсию в 13 тысяч рублей. По северным меркам это скромно. По запросам Териберки целое состояние. Однако... Да, конечно, на пенсии. А у нас цены вы посмотрели? Зайдите, посмотрите, какие у нас цены. В местный магазин попасть нам не удалось, зато мы увидели школу, где когда-то учился Паша. В царские времена на этом месте стоял деревянный сруб. Нам же явился советский новодел, пришедший в упадок в путинские времена. По соседству кирпичный остов бывшего скотного двора, поэтому в классах до сих пор стоит терпкий запах свинарника. Владислав теперь студент. В Териберку приехал на летние каникулы. Здесь родители, девушка и, кажется, никакого будущего. Вы на лето приехали, потом уедете. Ну, можно так сказать. А вот девушка здесь останется, наверное. Нет, сейчас год отучится и уедет тоже. Год назад отсюда уехал предпоследний доктор. Остался только Иван Ильич, работающий на ставку 6 дней в неделю. Утром прием в крохотной поликлинике, после обеда выезды к больным. Доктор в Териберке и терапевт, и психолог, и бабка-повитуха. Приходится и роды принимать, и мелкие операции делать. И по-крупному отправляем вертолет,
Машина у нас есть, интернет. После Звягинского левиафана, наделавшего в Териберке много шума, поселок стали рассматривать как культурное пространство. Каждый шаг по побережью Северного Ледовитого океана не просто рабочий момент, а артефакт. Вряд ли попытки властей превратить пост-левиафановскую Териберку в рай для столичных туристов-экстремалов поймут местный житель Паша и его мать. Это не жилье, это существует. Ну да, существует. Кажется, лучше оставить эти места вдали от цивилизации, хотя бы ради таких кадров. Андрей Королев, «Настоящее время», Териберка, Мурманская область. Вновь настало время передавать слово в Вашингтон. Вопрос нелегальной миграции остается одним из ключевых в президентской гонке в США. Наши коллеги подготовили любопытный материал. Юлия. Спасибо, Сергей. Это так. Некоторые из кандидатов ратуют за жесткие меры, чтобы прервать поток иммигрантов без документов. Другие же призывают к реформе, которая предоставит некоторым из них возможность получить легальный статус. Немаловажной проблемой здесь являются дети и подростки. Родители отправляют их в США, ошибочно полагая, что, перебравшись через границу, они автоматически получат законный иммиграционный статус. Журналисты испанской службы «Голоса Америки» побеседовали с несколькими такими молодыми людьми. Карлос покинул Сальвадор из-за вымогательств, которым бандиты подвергали его родители. Ему повезло, так как его дядя позволил ему остановиться в его доме в штате Мэриленд и даже нанял адвоката, чтобы тот помог Карлосу получить американские документы. Путешествовать было очень сложно, потому что ты оказываешься в местах, которые тебе не знакомы, общаешься с чужими людьми и постоянно хочешь есть. После пересечения американско-мексиканской границы его задержали сотрудники иммиграционных служб. Я провел 10 дней в одном из изоляторов временного содержания для иммигрантов, известных как холодильники, потому что в помещениях очень холодно, а у тебя нет свитера, у тебя нет ничего. Сотрудники Министерства национальной безопасности считают, что в 2014 году около 68 тысяч несовершеннолетних нелегально пересекли границу. Многие из них в пути подвергались сексуальным домогательствам, физическому насилию и различным угрозам. Однако пересечение границы не единственная проблема. Получение документов для того, чтобы остаться в США, очень сложная задача, говорят социальные работники. В какой-то момент они предстанут перед судьей, но у семей нет средств и понимания того, кто за них может вступиться. Один из способов легализации – получение статуса беженца. Однако доказать, что вы обоснованно опасаетесь преследования, непросто. Обычно мы стараемся найти свидетелей, которые могут подтвердить историю, рассказанную ребенком. Мы также предоставляем доказательства условий жизни в его стране. Согласно исследовательскому центру при Сиракузском университете, 2 из 3 несовершеннолетних идут в иммиграционные суды, не имея никакой юридической помощи. 9 из 10 таких детей впоследствии будут депортированы. В случае Карлоса Родригеса и его соотечественника Диего Заморы молодым людям повезло. Они ходят в школу, ожидая судебного решения по их вопросу. Однако приспособиться к новой жизни не так просто. У меня был учитель, который, скорее всего, был расистом. Он злился только из-за того, что я не понимал по-английски, и я не знал, что мне делать. Из-за притока детей-иммигрантов страдают местные школы в США. Например, школам в округе Монтгомери, штат Мэриленд, просто не хватает денег, чтобы обучать дополнительно 300 учеников, прибывших в основном из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Когда количество учащихся увеличивается, вы должны нанять больше учителей, что сказывается на бюджете. Несмотря на то, что Карлос и Диего посещают школу каждый день и власти знают об их присутствии в школе, их будущее зависит от решения миграционного суда. Как показывает статистика, люди с ограниченными возможностями страдают от ожирения на 58% чаще, чем остальное население. По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний, они также чаще страдают от депрессии, неврозов и социальной изоляции, и им труднее находить пространство для занятий спортом. Корреспондент «Голоса Америки» Джун Со подготовила репортаж о фитнес-центре под Вашингтоном, который придумал, как решить эту проблему. В спортивном клубе Spirit Club работа в команде – составная часть фитнес-программы. Большая часть этой группы – аутисты, люди с синдромом Дауна и другими расстройствами. Джаред Синнер разработал новаторскую программу 2 года назад. Цель нашего спортивного центра, как и других, улучшать физическую форму. Разница состоит в том, что мы создаем особое пространство для тех, с кем работаем, чтобы все могли принимать участие в классах. До открытия своего спортивного центра Синнер работал в НКО, помогающий людям с ограниченными возможностями, и подрабатывал тренером в нескольких спортклубах.
Я заметил, что многие из моих пациентов двигались очень мало, почти не делали никаких упражнений, страдали от избыточного веса. Они хотели бы заниматься спортом и общаться, но где? Его опыт волонтера в Эфиопии, где он работал с детьми из очень бедных семей, также помог ему лучше понять положительное влияние постоянных физических нагрузок. Эта работа дала мне понять, насколько важна организованная физическая активность в развитии социальных навыков и понимания окружающих. Она улучшает настроение и повышает самооценку. Групповые занятия в спирит-клубе проходят в присутствии опекунов и социальных работников. Помощники также привлекаются к командным упражнениям, развивающим силу, гибкость и выносливость. Здесь также учат основам правильного питания. Алан Брэдшоу ходит сюда уже 2 года. Алан недавно похудел на 10 килограммов. Он стал подвижнее, гибче, увереннее. Когда мы только начинали, он не мог самостоятельно сесть или встать с пола. Сегодня он может. 2 человека в команде тренеров-ассистентов Синнера с ограниченными возможностями. Очень важная часть моей работы — сделать так, чтобы возможности появились у всех, вне зависимости от физических ограничений, психического здоровья или финансового положения. Джаред Синнер хочет расширить работу клуба. В настоящее время он ведет сбор средств на специальные стипендии. Земля переживает 6-ю волну вымирания видов живой природы. Предыдущее вымирание произошло 66 миллионов лет назад, когда на нашу планету обрушился астероид. Именно тогда погибли динозавры. Сегодня перед учеными стоит непростая задача – классифицировать 11 миллионов существующих видов. Наукой пока описано лишь 2 миллиона. При этом исследователи опасаются, что многие из этих видов исчезнут до того, как им дадут название. Наш корреспондент Розан Скербл пообщалась с учеными. У этих полевых работ в Вашингтонском ботаническом саду высокая цель. Мы пытаемся за 2 года классифицировать половину растительной жизни на Земле. Это часть глобального геномного проекта. Большая работа, но Вики Фанк считает, что ботанический сад – удачное место для ее начала. Если вы посмотрите по сторонам, то увидите растения со всего мира, растущие рядом. Проектом занимаются 36 организаций-партнеров в 17 странах. Фрагменты растений помещают в гель окиси кремния, который добавляется в жидкий азот, и таким образом создается эта уникальная коллекция. Растения помещают между вот этими листами гофрированного картона с отверстиями. И когда мы получаем прессованный материал, то кладем его в сушилку. И через несколько часов получаем прекрасный образец. Информация об имеющихся образцах становится частью огромной базы данных. Замороженные экземпляры направляются в лабораторию Смитсоновского института для генетического анализа. Биохранилище, также находящееся в Вашингтоне, крупнейшее в мире. Мы хотим собрать информацию обо всех видах жизни, от бактерий до человека. То, что мы делаем, важно, и этот проект не только для сегодняшних исследователей, он нацелен в будущее. Эта гигантская коллекция поможет ученым решать проблемы экосистем, наблюдать за эффектами изменения климата и искать новые лекарства от болезней. От оранжевого до светло-горчичного. Такого цвета стала вода в реке Анимас в штате Колорадо. Это произошло после того, как на прошлой неделе во время проведения очистных работ на заброшенной золотодобывающей шахте отходы производства случайно попали в реку. Местным предприятиям перекрыт доступ к речной воде, а в городе Дуранго объявлено чрезвычайное положение. Власти осуществляют постоянный мониторинг воздействия инцидента на окружающую среду. По заявлениям чиновников, вода содержит примеси металлов, в основном железа, цинка и меди. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Сергей. Мы же благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.